чертеж. Вот так стоим. Откладываем 21,86. Дальше 10. И надо от этой границы сдвинуть дом на 3,5 метра. Все. Дом отложили на границе. Теперь нам надо его отодвинуть на 3,5 метра. Отодвигаем 3,5 и находим диагональ. Диагональ 10,6 метров. Откладываем на пересечении, находим точку и ставим. Эти точки будут соответствовать стене дома. Отложили 3,5. Теперь надо диагональ отложить 10,60. Вот мы нашли диагональ 10,60. Сейчас мы отсюда отложим 3,5 метра, и у нас будет угол дома. Это называется теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета. По-другому в поле не разметить. Говорите, математика не пригодится. И на пересечении найдем угол дома. Дальше проверяем. И у нас должна быть сторона 10 метров. Все, 10 метров. Все прекрасно. Отложили 3,5 метра от границы. Теперь нам надо от нашей границы дома разметить сам дом. Дом у нас 10 на 8. Также отмеряем диагональ и катеты. Диагональ у нас 12,80. Рулетку обязательно натягивать, чтобы не было погрешности. Смотрим, 10 метров. Все, у нас все сошлось. Сейчас мы размечаем крыльцо, потому что дом 10 на 8, его можно ориентировать по-разному. А когда отмечена крылечко, например, или терраса, и уже понятно, в какой ориентации стоит дом. Куда выходит крыльцо на дорогу, терраса, например, во двор. И при монтаже свай случайно ваш дом не перевернут или не отзеркалят. Для качественной разметки мы используем хорошие колышки, высокие, чтобы их было видно. И нам было видно, удобно размечаться, и свайщикам было видно монтировать свай. А если сделать 30 сантиметров колышки, мы 15 забьем, и в траве они потеряются. Колышки сантиметров 80. Сейчас мы сделаем фотосессию, отправим заказчику, и можно будет монтировать свай. Всегда важно делать разметку до строительства, а не когда уже приехали монтировать сваи. Ну, либо перед монтажом сваи непосредственно, потому что у вас есть время посмотреть на участок, подумать, нравится вам, не нравится, и пока свай нет, может что-то еще передумать, переделать. А когда сваи забиты, вряд ли уже что-то получится исправить, будет дом стоять так, как забиты сваи. Ну, либо демонтаж и монтаж свай, происходит большое удорожание, обычно никто не соглашается и оставляет дом как есть.